сказал у нас Фарид Шамилович, председатель нашей региональной татарской национальной культурной автономии Московской области, о очень своевременном вышедшем документе, а именно стратегии государственной национальной политики, которую одобрил наш президент Владимир Владимирович Путин. Действительно, очень своевременный документ. Более того, прошедший недавно в Уфе форум также подтвердил намерение нашего президента следовать этому курсу. Действительно, наверное, потребуется еще ряд документов, которые бы регламентировали эту деятельность и это направление деятельности в государстве. Потому что проблем накопилось очень много. Мы очень часто слышим негативные отзывы о мигрантах, о представителях других национальностей, которые вчера буквально были братскими народами, и мы все были в единой семье. А сегодня вот пришли к тому, что смотрим друг на друга как на врагов. Конечно, этого быть не должно, и мы должны принять все усилия, все меры для того, чтобы выровнять ситуацию, говорить больше о тех хороших, добрых поступках и тех же мигрантов, которые, по сути дела, на которых сейчас, в общем-то, строится экономика России. Например, мы можем сказать о Москве и Московской области. За последние годы возведенные прекрасные объекты, спортивные, культурные, социальные объекты. Все было сделано руками мигрантов. Помимо этого, я знаю примеры, когда мигранты участвуют своими средствами в постройке значимых объектов, в том числе и церквей. То есть не только сооружения религиозные, как мусульманские создаются, да, вот и ими же, но в большем количестве даже они участвуют в постройке церквей. Конечно, необходимо принимать меры по адаптации мигрантов, по их просвещению, для того, чтобы они могли пользоваться теми законами и не быть чужими на этой земле. В Московской области был случай, когда дагестанский парень, пожертвовав своей жизнью, спас двух девушек, одна из которых была русская. Действительно, этот поступок, геройский поступок, о котором надо говорить, но, к сожалению, такие вещи, они почему-то умалчиваются. Это, скажем, он несколько значимый поступок. В то же время ежедневно я знаю, что помогают бабушкам. Да, я знаю, что в период Курбан-Байрама, например, неимущим старушкам, независимо от национальности, русским, привозят продукты, помогают материально. И все это мигранты. Вот мало кто знает, что создан центр мигрантов в Подмосковье. И они занимаются этими вопросами. Есть профсоюз мигрантов. Да. Я знаю тот руководителя, да, который тоже старается координировать весь этот процесс, вот, старается быть в гуще. То есть они тоже стараются влиться в нашу жизнь, готовы участвовать в этом процессе. Да. Да. Наша задача помочь им в адаптации, на самом деле, как по языку, так и по правилам жизни. Конечно, к мигрантам есть претензии. Одна из таких главных причин – это то, что мигранты должны знать культуру того народа и той страны, где они проживают. Но я думаю, что и чтобы избежать невежества, и нашей стране не помешает знать культуру других народов, тех, которые действительно являются братскими народами.
Ну, так получилось экономически, что мы сейчас разделены, но все равно это не должно мешать тому, что мы должны оставаться братьями. И русский народ должен знать и культуру Кавказа, и культуру Узбекистана, Таджикистана, и Татарстана в том числе. Вот вы, татары Подмосковья, коренные россияне. Какое? Нет просьб, предложений или там жалоб по отношению к вам? Нет ли такого какого-то там агрессивного или неправедного отношения? Есть непонимание нашей деятельности. Нам хотелось бы представить полноценно свою культуру и убедить, даже, я не знаю, как это слово приемлемо или нет, но думаю, здесь не нужно убеждать, что татарская культура – это полноценная часть российской культуры. И нам не нужно ходить, убеждать, отстаивать, показывать ее. Мы должны проводить концерты, это наше право конституционное, поэтому, к сожалению, вот есть некоторые моменты. Тут я бы добавил, что вот на самом деле я уже больше 10 лет, на самом деле вот определенная прослойка внутри населения Московской области, которое невежество, оно есть. Один из примеров, уже немало лет назад в одном районе Московской области проводим сабантуй. Ко мне в офис в Москве приходит делегация, во главе мужчина, бывший военный, и 3 женщин. Они говорят, мы же с администрацией уже работаем, уже через месяц сабантуй. Они говорят, мы против сабантуя. Я говорю, а что случилось? А вот вы, говорит, вот хотите войти за счет сабантуя, войти в доверие к администрации уже мы работаем. Они говорят, доверие, потом вы захотите мечеть построить, вот что уже идет, да, потом, а вы, народ, пришли как бы. Вот какие мысли высказывались. И когда вопрос возник, а что же предпринимать? Мне даже вокруг вот вопрос. Они послали письмо в министерство, в администрацию, ко мне с письмом пришли. Я вначале полпредства. Я говорю, что будем предпринимать? И пришли к мнению, что не рекламировать вот это дело, с администрацией переговорили, а наоборот, дать в газете хорошую статью, дали о сабантуе, хорошую, содержательную, так, с одной стороны. И, конечно, приняли меры безопасности. Мало ли чего надумают. И понятно что. Меры безопасности усиленные. И сабантуй прошел хорошо. Поэтому общественное сознание не готово. Надо готовить. Да. И поэтому я даже хочу сказать, что вот тот сабантуй, где у нас с отдельными людьми мнение разделяет, то, что проводим как эстафеты, да, это очень к месту, потому что мы пришли, они взбудоражили и показали, что вот мы татары какие. Показали вот здесь. И постепенно охватываем Московскую область. Вот это вот главная идея движения сабантуй. И даже сабантуй проводя, вот говоря в смысле просвещения, еще хочу добавить, что мы проводим не просто как сабантуй, а на самом деле проводим уже при этом встречи с учащимися, как в программе сабантуя, когда мы проводим про Тукая, про Джалиль рассказываем, и учащиеся русские читают нам стихи Джалиля. Проводим выставку художников, где участвуют не только татарские художники, а русские художники. Круглый стол по Беждеса Аташита, все это в рамках сабантуя. То есть мы на самом деле проводим такую просветительскую большую работу, которая завершается сабантуем уже, где участвуют опять же все. Вот я думаю, что как бы суть работы, понимание политики у нас такое.